Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Завершился дивизионный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС Баскет сезона 2024-25 среди школьных команд, победивших в муниципальном этапе. Состязания прошли на базе первой школы Кантышева. Команду Карабулака представляли девушки из третьей школы. Они смогли забросить в корзину соперников 24 мяча. Баскетболистки из Малгобека боролись за победу до последнего, но все-таки победу держала команда третьей Карабулакской школы со счетом 24-12. Ингушский боец ММА Магомед Амин Эльжиркиев, выступающий в полулегком весе, получил травму и не выступит на турнире НФЛ-2, который пройдет в эту субботу на Магаз-арене. На замену, скорее всего, выйдет мастер спорта по ММА, обладатель Кубка России по ММА Билан Картоев. Отмечу, что Билан выступает в такой же весовой категории. Ингушский футболист Магомед Аздоев попал в топ-5 самых дорогих игроков Суперлиги Греции из стран постсоветского пространства по итогам последних обновлений. Полузащитник ПАОКа на 4-м месте. Его трансферная стоимость составляет 1 миллион 800 тысяч евро. Нашего хавбека по стоимости опережает одноклубник Федор Чалов, Роман Еремчук и Магомед Шапи Сулейманов. Но Магомед не собирается останавливаться на достигнутом. Организаторы футбольной суперлиги переименовали турнир в Объединенную лигу и включили в число его стран-участников Россию. В новой суперлиге примут участие 96 клубов из 55 стран. Именно столько государств входит в Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Старт турнира запланирован на сентябрь следующего года. Напомню, ранее Европейский суд признал, что действия УЕФА и ФИФА по блокировке создания Европейской суперлиги нарушали антимонопольное законодательство Европейского Союза. Такое решение суда означает серьезную победу сторонников открытой конкуренции в еврофутболе и поспособствует созданию альтернативных турниров в обход монопольного контроля действующих регуляторов. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.